снова всем привет! К нам снова пришла делегация, комиссия из правоохранительных органов. Тут как тут, все СМИ на камеру снимают, пугают наших гостей. Вот. Посмотрим, что будет говорить, что вещать. Что, простите? Ваши документы. Мои документы? Да, секундочку. Просто показать документы. Свои. Еще я не видела их документы. Да, ну и в ответочку. Скажите мне, у вас где уголок, вообще, что за организация? Где здесь написано? Ну, сейчас уголок потребителя не требуется. Хорошо, тогда дайте документы. Наш ИНН написан при входе на режиме работы. Там написано, кто хозяин, ИНН. Вот, все есть. А все остальные данные, они в свободном доступе, в налоговой находятся. Через ИНН можно пробить. Паспорт. Так, давайте не показывайте, пожалуйста, на лично свои персональные данные, ладно? Хорошо, вы можете посмотреть. Этот человек к нам уже второй раз приходит. Наверное, понравились мы ему очень. Мам, Хорошее кафе. всем нравится. Да, красивое, вкусное кафе. Все, Марксон, вы в качестве кого здесь работаете? Я помощник. У вас есть документы? Чем это подтверждается? Какой-то договор у вас, что ли? Все договора у нас на руках у нашего Как мы с начальства, к вами можем сожалению. вести беседу? Если Ну, вы можете со мной не вести беседу, приехать завтра и поговорить тогда непосредственно с нашим на сегодняшний день директором. руководителя сейчас нет здесь? Руководитель уехал уже, да. Если бы вы позвонили предварительно, что приедете, она бы, конечно, осталась. Дайте нам ее, пожалуйста, телефон, мы сейчас позвоним. А я не видела ваших документов, давайте все-таки посмотрим. Да, вот отойдем. Мне, пожалуйста, снимать. Нет, конечно, я не Я буду покажу. снимать. Можно, пожалуйста, А QR-код у вас есть? Есть? А вы покажете мне его? Хорошо. Здравствуйте. Средствами индивидуальной защиты. А вы маску ходите, да? Но вот это, по-моему, ваша маска не является средством индивидуальной защиты. Не просто не является, она Получается, распространяет. Это нам да, помогает получается, вы нарушаете правозащитник. постановление, о котором вы говорили, Вдруг да? заболели чем-то еще? Видите, как их много. Все врача. Так. Ну, то есть ваша же вот маска, больше как на отдых, наверное, чтобы вы не упустили никого. Ну, я другой в ней не вижу. Она не является средством индивидуальной защиты. Ну, ладно, верим. Точно так же, как вот эта маска. У вас вот сканер так уже, вот. сканер помогает сканировать. Илья Антонович, Ну, я думаю, что уж... пожалуйста, ну, Что? давайте уж без А этого. что? Не Я- надо мне в лицо слать. Ну, что вы как... Давайте не будем пиариться. А никто не пиарится, я просто защищаю свои права. Вы защищаете права. Вы защищаете права этой организации, себя или кого? Себя как Конкретно. гражданина в первую очередь. А в чем ваше Если право вы нарушено? исполняете, если вы работаете при исполнении, я могу вас снять. Мне так сказали. Кто вам сказал? Юристы так Ну сказали. вы Да. смотрите, чтобы как бы эту информацию... То есть вы отказываете, вы считаете, что нельзя вас снимать? Я вам не говорю, что нет. Ну, а что Вы тогда? Не имеете права выкладывать меня в Я не имею соцсети. права снимать вас? Да, в соцсети меня выкладывать не надо. А я вам не свечу? Нет. Я вам не свечу, фонарик выключен. Видите, как много людей пришли обороняться от несчастных женщин. Да, мужчины в погонах, высокие, злые. Да, прямой эфир. Совещаются, что делать? Что делать? Так, нам надо тогда, если вы представитель как бы этой организации, нас вот надо обратить по обстоятельствам, как тут производит пропускной режим. Имеется в виду проверка QR-кодов. Как мы работаем, написано в объявлении. Вы как можете нам объяснить словесно? Объясняем. К нам в кафе могут зайти люди, все граждане Российской Федерации, поскольку у нас закон Конституции гласит, что свободное перемещение, да? Вот. Они свободно и перемещаются. Нарушение прав и свобод возможно только в чрезвычайных ситуациях. В чрезвычайной ситуации
ЧП у нас не объявлено в стороне. Сейчас мы вас по этому поводу вопросим по обстоятельствам. А я не хочу, чтобы меня опрашивали. Вы отказываетесь дать нам объяснение как представитель этой организации. Я сейчас отказываюсь отдавать какие-то объяснения. Отказываюсь. Пожалуйста, потому что... Можно зафиксировать? Все верно, 51. Имеете полное право, господин. Спасибо. Так, еще раз вы покажите, только что сотрудник записал. Ой. У вас есть установочные данные, можно достаточно. Уже в данном случае вы уже показывали. Да, все, уже не надо. Установочные данные дайте, они вас перепроверили в своей базе. Да, присаживайтесь, да, места много. Да? Да, ради бога. Если вы обманете их, то они об этом узнают. Да нет, мне не жалко, ради бога. Возьмите мой паспорт, пожалуйста. Паспорт гражданина Российской Федерации. Пусть это что-то значит. Что? Представители? Да, я... Помощник. А вы не можете сказать, какой закон мы нарушаем сейчас? Постановление Кабинета министров 11.00. А постановление – это подзаконный акт, насколько мне известно, это не закон. Вам в курсе? Вы в курсе об этом? Подзаконный акт, который не подписан. В курсе говорят. В курсе? Странно. А зачем вы тогда здесь? Всем родным. Проводят какие-то действия. То есть вы заведомо, да, уже, как бы, зная, что это не Да. закон? Или у вас дежурный ответ всегда есть? Потом вас Адрес регистрации. Адрес Лушникова? То есть вы сами знаете, что эти действия как бы незаконные, 634. обязывают нас там предъявлять КРКД. Дом 6. Но вы, Да, тем ну не вот здесь все менее, написано. Вместо регистрации получается? Да. следите за тем, чтобы это исполнялось, так ведь? Ну, вы сейчас так сказали. Но вы же знаете, что Ой, не звоните. это незаконно. Только вы только сейчас А говорите. федеральный закон выше? Нет, Москву. Мы Чем на зачете? постановление? Телефон 7 раз. Мы на зачете? Нет, просто 929. понимаете, вы осознаете, что 29, федеральный закон 729. выше, чем закон исполнительной власти. 8 929 Постановление Мы 729. осознаем то, что мы действуем по документу, который подписал Кабинет министров. То есть вы на него ответственность сейчас перекладываете? Конечно. 29, да? То есть, а если он окажется незаконным, вы считаете, что вы правы? Рабочий клиент. В смысле незаконно. Ну, если он будет доказано, что постановление незаконное. Когда вы будете заказывать, Я не тогда мы хочу уже на эти будем вопросы разбираться. отвечать. Вам Вы же будете не нужно разбираться всё, сами с правильно? собой? Ну, то есть как вы друг друга будете? Да. И у вас на руках должно быть постановление вообще это само? Давайте сейчас опросим вас протокол. А у вас есть это постановление на руках? По существу протокола, пожалуйста. Если вы отказываете, давайте. Я же не разрешал мне. Всем родным. Что простите? Сколько раз Работаете? Не слышу вас. Работаете в ИП? Да, ИП Знаю, нам Шахин. можно заявить по этому поводу. Я Администратор. администратор, да. Ну, закон о QR-кодах не принят же на федеральном уровне. Вы осознаете это? Мы сказали, им достаточно постановления. Видимо, осознают. Все осознанные. Осознанная осознанность на территории мадам Павлова. А предыдущего протокола было недостаточно? Просто я не совсем грамотно, хочу уточнить. Предыдущий протокол был составлен. А вообще вы уполномочены составлять вот за когда-то, да, проверять нас? Конечно. Да? А кто уполномочил? Составляем протокол. Сотрудник полиции. Понятно. Ну, я ничего не украла, я ничего не Нет, сделала. объяснений. Это объяснение. Протокол был составлен на владельца ИП. Кто ИП? А не на эту паршу. То есть второй день подряд нас приходят штрафовать, просто протоколы. Ну, они составляют протокол о том, что мы нарушаем Объяснение, что... Объясните, пожалуйста, якобы. что вы не нарушаете закон. Да, мы объясняем вам, что мы не нарушаем закон. Во-первых, презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации гласит, что каждый имеет право перемещаться свободно. Вы не делаете, составляете? А? Сядьте, пожалуйста, как мы будем. Простите, этот, болит у меня седалищный нерв. Не могу сидеть. Как вы получаете оказывать услуги общественное питание, получается? Что, простите? Кафе, какую услугу оказывает? Общественное питание? Ну, не ритуальные же услуги, да? Общественное питание. Они пришли на основании
Кабинета министров постановления, не подписанного, товарищи. Вот. У нас вот есть тут правозащитник, гости. Вход в кафе. Сейчас составляет протокол. Ну, Я- какое-то объяснение. Да, я объяснительно пишу, что я не буду ничего подписывать, короче. По Хорошо. статье 51. Тогда с вашей слов, вход в кафе свободный получается? Вот в кафе свободный. Все верно. Для всех граждан Российской Федерации. Города Казань, да. Может, Путину уже пора написать? Ну вот, тут вот есть гимн. Не гимн, а как он там называется? Присяга. Нельзя было. Обещаю защищать граждан. Ну как это пугает посетителей? Специально намеренно. Никого не пугаем. Мы сотрудники полиции никого не пугаем. А вот я вам скажу, что вот многие мои знакомые как раз вас больше боятся, чем даже. Зря. Ну, видимо, А как у нас дела с преступностью обстоят? Нормально? Все пойманы? Воры? Все граждане РФ какие-либо ограничения не имеются. Что? Вход в кафе свободный. Да? Получается свободный. Ну, свободные. Для всех граждан РФ каких-либо ограничений не имеется. Именно так. Согласно Конституции Российской Федерации. Припишите, пожалуйста. Запись остановлю. Вам можно пару вопросов? О чем? По поводу установленных этих требований. Вы считаете это неправильно, нарушением? Я ничего не считаю, я не буду ничего говорить. Все. Ладно, это уже с руководителем, понятно, она делает, пока никто здесь. Она не полномочна даже. Сегодня сможет Коротко записал ваши данные. Так, читаем. Тра-та-та. Прошу пояснить о работе тра-та-та. Администратором кафе, кондитерской. Ой, как непонятно написано. В Мадам. кафе. Что? Вот кафе. Так, а вот это что? Это здесь где? Которое слово? Серова, дом 26. Так, В кафе оказывается услуга общественного питания. Так. Вход в кафе свободный Так. для всех граждан РФ. Так. Какие-либо ограничения не имеются согласно Конституции РФ. так. Все, Хорошо. расписал. А зачем я должна сейчас подписывать? Ваши показания. Можете отказаться. Я ваше не буду право. это подписывать. Ну, вы записали, я подписывать не буду. Ну, покажи, подпись. Как она представилась администратором, от подписи отказалась. Она же администратор. На работе находится, я так понял, да? Ну, уже нет. Ну, видите, поймали вы Вы меня. на работе? Да. Ничего не подписали, не переживайте. Ничего не подписали. Вот они- Подпись они- отказался. и да, всё, больше подпись ничего лиш- отказалась. Ничего лишнего нет. Как вы сказали. Так, руководителя мы вызовем, правильно? А? Руководителя мы вызовем вне. Я Руководителя пришел организации только мы вызовем, здесь. правильно? Все. Всего доброго. Ждем вас снова. Идем? А куда же деться-то без вас? Ну все, ушли, отключаюсь. Ой, вы знаете, я так уже устала, что, наверное, комментариев давать не буду. Спасибо, извините. Чем закончился? Закончилось? Ничем не закончилось. Эпопея продолжается. Закончится, когда закончится вакханалия с QR-кодами, и тогда это закончится. А сейчас ничего не кончилось. Они себе сами написали объяснительную за меня, я ничего не подписывала. По статье 51 имею право против себя не свидетельствовать. Все, спасибо. Концерт окончен, пожалуйста, закругляемся. У нас кафе, людям нужно отдыхать. До свидания. Это посетители наши, да? Такие дела. Пам-пам-пам. Ребят, после того, что ваше начальство ТНВ сказало по телевизору про нас, как бараны стадо, никто не захочет сказать. Короче, спасибо. Тут у нас ТНВ и бизнес онлайн. Не знаю, переврут, не переврут, что как скажут. Просто похолодели.
Рейля уже успел уехать. Вот. Они, кстати, ничего не написали, никуда являться, никогда являться. Вот, посмотрим. Ладно, ребят, Конечно. пойду Объяснили выпью же, кофе. Объяснили же просто. Им просто надо.